Крестьянско-фермерское хозяйство Петровых из села Покровка Амгинского улуса работает с 2019 года. Старт развитию хозяйства дала грантовая поддержка «Агростартап». Ну, вообще, мы с супругой, когда приехали в Покровку, после студенчества у нас сразу с первого года появилось личное подсобное хозяйство. Нам дядя Паша наш дал тёлку. Ну, у меня сразу было такое убеждение, что в деревне нужно держать хозяйство, потому что уже было двое маленьких детей. Нужно было молоко, мясо, ну вот все свое, и труд. Самое главное. Вот он нам дал тёлку, потом родители мои дали. Вообще у нас в семье Петровых так заведено. Старшие помогают младшим в хозяйстве именно. Всегда вот бабушка давала, там дяди, тети. Кто хочет заниматься по одному, всегда кому-то давали. В принципе, для начинания это вот. Потом я с Чорапчи привез 2 раза. Теща отдала и тетя Люба тоже. Тоже помогали. Потом мы опять переехали в город. В городе 5 лет пожили, поработали. Потом вернулись. И уже в 2018 году, когда мы приехали, у нас хозяйство мы сохранили. Также наш дядя Паша держал хозяйство. И в 2018 мы приехали, в 2019 году уже организовали крестьянско-фермерское хозяйство. Поучаствовали в гранте «Агростартап», победили. И вот построили какое-то помещение, приобрели нетели. И вот с этого момента уже с 1 июля 2019 года хозяйство наше существует, вот уже по сей день. В принципе, начали мы неплохо, у нас старт был хороший, у нас свое поголовье уже было, личное подсобное хозяйство, да. Поэтому постепенно и это увеличили поголовье. В разные годы было по-разному, доходило даже до 100 голов. Так как не хватает кормов, земли, там кое-какие другие экономические вопросы, поэтому мы немножко это то сбавляем, то увеличиваем, но всегда придерживаемся того плана, который у нас есть. Мы же работаем по плану, мы же грант получили. В принципе, мы должны это поголовье сохранять. Но у нас всегда больше. То есть мы сдаем молока больше, мяса больше, поголовье у нас больше. Сегодня у нас вот тут 10 голов уже отелилось. Мы видим, что телята этого года. У меня ранний отел. У меня с начала декабря уже начинается отел. И вот постепенно идет. Сейчас уже 10 голов. Каждый день надаиваем где-то около 70 литров молока. Сдаем. Мы круглый год сдаем. У меня вообще политика работы такая, что молоко нужно сдавать круглый год, чтобы не было вот этих финансовых каких-то обвалов, кассового разрыва. В принципе, у нас получается, потому что у нас есть свои быки-производители. По первой же случке корова осеменяется быками. Соответственно, она это приносит потомство рано. Есть молодые коровы, телки, которые, допустим, до июня месяца тянутся, отел. Это тоже хорошо, потому что мы их, считай, где-то до апреля спокойно можем доить. То есть у нас всегда молоко, у нас всегда есть средства, молочные, имею в виду. Поэтому это очень хорошо. Я бы всем советовал, чтобы придерживалась именно такого момента, чтобы всегда было молоко. А то у нас в сентябре запускает коров, в апреле их начинает доить полгода, соответственно, корова. Корова — это сама по себе производитель денег, можно так сказать. Если с точки зрения предпринимательства смотреть на это именно так. А если с точки зрения души, то, конечно, охота, чтобы они отдохнули, чтобы сухостойный период был не 2 месяца, допустим, а 3-4 месяца. Но, тем не менее, это не мешает. Состояние в этом году хорошее, кормов у нас достаточно, мы накосили. У нас сено, солома, сенаж купил, зерно, дробленка, комбикорм. В принципе, рацион у коров хороший. Поэтому молоко дают неплохо. А так, на этой ферме мы работаем с супругой. И вот у меня Виктор Павлович, помощник есть, работник, получается. Супруга сейчас с детьми в Умге живет. Ага. А вообще летом у нас есть свое личное хозяйство, где мы по-настоящему все семьей работаем. Все умеют доить, дети. У нас 4 детей. Старшие уже 3-й курс мединститута, они летом приезжают. И у каждого есть свои обязанности. Вплоть до младшего сына, который пригоняет, отгоняет, загоняет телят, тоже помогает. Но у нас
Вообще образ жизни такой ближе к якутскому, потому что мы уже где-то с 22 мая уже переезжаем на Саилык. То есть на Николу мы стараемся, чтобы у нас часть хозяйства уже переехала, вещи перевезли, и мы все лето проводим на Саилыке. Там мы содержим коров, куриц, свиней. В этом году хотим попробовать еще индюшек купить. Как это будет, потому что, заманчиво, в принципе, скороспелая отрасль. Ну вот у нас там все в локации нашей находится, и мы там... Это очень хорошо, вообще корова дисциплинирует людей. То есть мы знаем, что нам уже в это время нужно прийти, работать, доить, и вообще вот очень хорошо, когда свои настоящие натуральные продукты на столе. В первые годы работы хозяйства возникали различные проблемы и трудности, которые фермер благополучно преодолел, и сейчас хозяйство работает стабильно и приносит доход. Вообще у меня, вот я работаю, с 2019 года, и у меня такое сложилось, что на первом этапе все равно все уровни власти должны участвовать в формировании хозяйства. Потому что и муниципалитет, и район, и республика, и федеральные средства, тогда будет очень хороший этот толчок. Но почему-то такой момент, что в потенциал человека сейчас мало стали верить. На самом деле нужно смотреть на людей, кто хочет работать, кто хочет и тем помогать. Это очень быстро принесет свои плоды. Потому что вначале было тяжело, потому что скотопомещение было маленькое, денег не хватало. 4 года мы выкарабкивались из этой финансовой сложной ямы, так сказать. 4 года денег не было вообще. Работали с утра, такая пахота была конкретно, с утра до вечера и ночью, когда отелы идут, ночью работаешь. В принципе, 4 года. Вот только в 23 году мы рассчитались со всеми долгами, мы нормально стали платить зарплату, покупать ГСМ, запчасти, косить. Только лишь как 4 года прошло, мы начали только ощущать. А так, 4 года это кто хочет заниматься, 4-5 лет ждать от хозяйства. Если ты реально работаешь, приобретаешь основные средства, тебе нужно косилку нужно купить, телегу нужно купить, сено накосить. Правильно, подтверждает. Сложно вначале, но тем не менее, если есть желание, то это все. Конечно, поддержка семьи, что семья верит, но все равно дети же растут, детям то надо, это надо, учиться надо, студенты все равно, если бы поддержки не было бы тяжело. Потому что помимо того, что они помогают физически, участвуют в процессе работы нашей, они помогают морально. То есть, все устаканится, все станет на свое место. Если работаем, все равно должна быть какая-то отдача. Отдача на сегодня есть. Хозяйство работает стабильно. Корма есть, коровы сытые, владельцы довольные. В смысле я. Да, я ветеринарный врач, супруга у меня тоже ветеринарный врач. И это образование, базовое для нас, потому что мы все мероприятия проводим самостоятельно. Хотелось бы, чтобы все проводить, потому что государство же нас обучило, мы умеем, но у нас таких возможностей нет, потому что полномочия управления ветеринарии мы бы могли сами. Мы сейчас делаем витаминизацию, сами делаем лечение, какие-то хирургические вмешательства мелкие, сами делаем, обрабатываем, кастрацию делаем сами, что еще? Родовспоможение делаем сами. Мы же прекрасно знаем этих животных, кто в каком состоянии, кого нужно что сделать, какую-то манипуляцию провести. В принципе, это и делаем. Потому что есть умение, 5 лет учились. Есть умение, есть навык. А когда работаешь в животноводстве, непосредственно уже начинаешь понимать животных. Потому что они не скажут, что у них болит, от чего они начинают худеть, нервничать. И поэтому это очень хорошо, это огромный опыт плюс. То есть мы каждый день совершенствуемся, каждый день обучаемся в этом направлении. Да, это такой базис, наше образование. Но я думаю, что не зря учились.
знания нам сельхозакадемия дала, и мы, в принципе, это пользуемся этим. Это очень здорово. Поэтому большая часть выпускников сельхозвузов, они должны, и СУЗов, тоже работать в сельском хозяйстве. Тогда у нас будет как бы результат. Рабочий день у Петровых расписан поминутно, и чтобы облегчить свои труды, глава хозяйства Игорь Петрович находит разные решения. Вот в прошлом году приобрели данный аппарат, заказали с Китая. Это называется дробилка. Ну, дробит все вот такие вот, все зерно, все злаки, кукурузу, перемалывает очень хорошо. В принципе, производительность у нее большая, аналоги российские есть, они не так дробят. Здесь на 3 фракции можно долбить и дробить. В принципе, это я на самой крупной дроблю, и меня устраивает. Ну, вот, если такое зерно коровам, телятам давать, они как бы это не усваивается, не перерабатывается, полностью не перерабатывается. А если дробленое, то и поедаемость хорошая, и хорошо это усваивается организмом. Плюс я добавляю соль. Вообще в планах у меня было купить миксер и делать комбикорм свой. То есть у нас зерно есть, а у Амгинский занимается. Пшеница, овес, ячмень. Можно и свой комбикорм спокойно делать. Ну, вот рентабельность этой дробилки, она очень высокая, потому что за пару недель она уже окупила свою цену. И она 3-киловаттный мотор, она в принципе много не потребляет энергии. И можно спокойно, я подключил от автомата, на 220 она работает. Вот фермерам рекомендую вот подобные аппараты приобретать. На ним я сено дробил для телят. Вообще я для телят делаю некую смесь сена, немножко соломы и вот зерно, немножко соли добавляю. В принципе, для прикорма нормально. Плюс дроблю большой комбикорм гранулированный у меня тут есть. Телятам сложно его, как бы это, да? Ну, они лижут в основном. Я сюда кидаю, и она спокойно это перемалывает и делает такой, ну, как раз фракция для телят, чтобы они могли слизывать. Ну, с недельного возраста они уже, в принципе. Поэтому такая вот простая, но функциональная вещь в хозяйстве каждого фермера, даже маленького фермера. Плюс для куриц я дроблю тоже. Вот весной свиней приобрету и для свиней буду дробить. Я думаю, что и она стоит недорого. Фермерство – дело не из легких, требует много времени, неустанного труда, энергии и сил. Быть всегда в форме Игорю Петровичу помогает спорт, а именно лыжный спорт. Лыжным спортом Игорь Петрович занимается со школьных лет. Мы считаемся любителями, ну, правильный юридический термин, любитель лыжных гонок. Ну, я вообще выпускник Амгинской спортивной школы имени Николая Захарова-Сахача. В 2010-2011 году я пришел, тренироваться к Анатолию Афанасьевичу Артемьеву и Вячеславу Николаевичу Михайлову. Вот они мои первые тренеры по лыжам. А так до этого я вообще спорт люблю. Все игровые виды спорта для меня как бы не чужды. Волейбол, баскетбол, футбол. Всем занимался, везде определенный результат есть, ну, положительный, хороший. А так лыжами вот с 10 класса и вот по сей день я уже, ну, с 98 года получается, ну, как бы в обоими команды Амгинского района по лыжным гонкам становился призером республиканских чемпионата республики по лыжным гонкам. Чемпионом не был, а призером был несколько раз. Это, я думаю, на российских соревнованиях участвовал в Казани. Там был тоже в призах, но там среднего и старшего возраста. Ну, как бы ветераны спорта. Ну, вообще мой, как бы по жизни такое убеждение, что обязательно человеку нужно заниматься чем-то третьим. Помимо работы, семьи, еще должно быть какое-то хобби. Ну, сейчас это для меня больше, чем хобби. Это образ жизни, можно сказать. Без лыж, без спорта я себя не вижу. Ну, всегда стараюсь заниматься. Как немножко начинает припекать солнце, ну, где-то в феврале, начале
лучше в январе. Я выхожу уже, объемы мотаю. Сейчас скоростей нету таких высоких, да. Ну, вот сами видели, медленно лыжи едут. Но зато для объемных тренировок очень хорошо. В плане того, что сейчас воздух разряжен. И сейчас дышится, ну, эффект от дыхания как на среднегорье. То есть гемоглобина будет лучше. И лыжи не едут. Это тоже как бы сложно их передвигать. Тоже тренированность появляется. Потом уже, когда начинается соревнование, я уже в нормальном таком состоянии. В прошлом году я на 4 стартах 4 победы одержал. И думаю, что вот именно этот образ тренировок для меня именно подходит. Я не скажу, что всем он подойдет. Ну, для меня это... И плюс помогает работе. В моей работе, у меня работа физическая, фермерская такая. Нужно монотонно очень много работать, трудиться. А лыжи это именно вот такой цикличный вид спорта, где если ты не работаешь, да, на протяжении всей дистанции, у тебя результатов не будет. Поэтому, можно сказать, это образ жизни. И неотъемлемо от моей работы спорт. Как бы мне нравится, я детей тоже приучаю. Старших не получилось на лыжи поставить, а вот младшие, Элита и Даня, они уже, у них желание есть. У них лыжи есть, инвентарь потихоньку приобретаем, достаем. Они уже потеплее. Сейчас холодно для детей. Для меня жена сшила специальные на ботинки чехлы, и ноги не мерзнут. Варежки такие сшила. Ну, в принципе, я уже подготовлен такой зимний лыжник, экстремально низких температурах. А это все по-разному, это зависит от плана тренировок. Есть объемные тренировки. Вот последнюю тренировку я сделал в пятницу. У меня была задача 10 километров, но я 12,5 отшагал, можно сказать. Но это только в плюс, потому что на низком пульсе это довольно-таки будет положительный результат. Я не гнался, я спокойно. Ну, чем теплее, да, тем тренировка она увеличивается. Потому что скольжение улучшается, можно дальше проехать. И появляются скоростные тренировки. Там уже воздух не такой холодный, там нужно скоростить, потому что соревнования мы знаем, что это скорость. Поэтому все зависит от плана тренировки. Что стоит там по плану, то и выполняю, стараюсь. Да, план уже много лет занимаюсь, план сам для себя составляю. Знаю по ощущениям, физиологию свою, знаю, где у меня может быть яма, где там, ну, яма функциональная, имею в виду, где наоборот подъем, поэтому стараюсь себя подводить к соревнованиям. Но это очень интересно, это вот отдельная такая тусовка, когда собираются спортсмены, лыжники, велосипедисты, легкоатлеты. Это вот отдельный такой пласт людей, которые кайфуют вот от этого мероприятия, от этого всего. Это здорово. Вот последние года я не уезжаю так на соревнования в связи с работой. Весной самая это работа у фермера. Но с прошлого года уже начал потихоньку выбираться. Расстартовался, так вообще это вошел в раж, так понравилось. И в этом году хочу тоже. Но в этом году будет спартакиада народов Якутии. Команда Амгинского района примет участие обязательно, уже готовится, поехали на сборы. В Чебоксары команда. Но я тоже как бы в команду включен, пробегу дистанцию 15 километров классическим стилем. Ну вот, постараюсь подготовиться. Какой-то стимул такой есть небольшой. Ну, тренируюсь, нравится. Да, велосипедным спортом я занимался. Ну, у меня там результаты были больше, чем в лыжах, конечно. Почему-то колеса у меня лучше получается. Много соревновался, много выигрывал, большие дистанции выиграл, 100 километров на шоссе выигрывал. Ну, различные турниры республиканские. Ну, в том числе и был организатором этих мероприятий. Федерация активно участвовал, придумывали, организовывали. Ну, сейчас это движение ушло на нет, но один раз в год, по-моему, можно там посоревноваться, съездить. Но велосипед уже не столько, сколько как средство для передвижения. У меня 9 велосипедов одно время было. Ну, у всей семьи по велосипеду, и у меня 3 велосипеда. Получается 8-9 велосипедов. И все ездят, все хорошо ездят. Дочка в прошлом году выиграла соревнования в МГ, проводили велосипедные среди детей. Ну, то есть вообще тоже мне нравится велосипед. И как подготовка летом тоже хорошо. И на сенокос езжу на велосипеде. Тоже приятно. Всегда в тонусе нужно себя держать, поэтому что-то нужно вот либо кроссы бегать, либо велосипед летом обязательно. Тогда будет и самочувствие будет хорошее, на самом деле, и мысли светлые.
Всем хочу сказать, чтобы чем-то занимались, имели свое хобби. Пускай не спорт, но что-то интересное должно быть в жизни. Жизнь должна проходить насыщенно, ярко, интересно. Вот. И призываю всех тоже повышать свой, этот спортивный уровень, можно так сказать. Вот. Также глава семейства является активным общественником. Ни одно мероприятие в селе, районе не проходит без его участия. Так, каждый Новый год Игорь Петрович переодевается в Деда Мороза и дарит радость маленьким жителям своего села. С Новым годом! Вот и я. Здравствуйте, мои друзья! В этот праздник новогодний прихожу я к детворе. Вот пришел и к вам сегодня, весь в морозном серебре. Сегодня мы в селе Покровка вручаем детишкам, у нас порядка где-то 70 детей, которые должны получить от Дедушки Мороза подарки. Это в основном многодетные семьи, дети военнослужащих, кто сейчас отдает долг нашей родине, отчизне. И вот мы сегодня, общественные нашей организации, Совет отцов и женский совет села Покровка, вручаем детишкам, дарим радость. Всех с наступающим Новым годом! Начали с Русланом Еремеевичем Федотовым это мероприятие. Когда он первый год работал депутатом, я ему предложил, давайте организуем просто для больших семей подарки в Покровке. Он привез подарки. Мы тут собрали советом отцов, кто сколько смог. Организовали. Порядка мы каждый год дарили по 70, по 80 подарков детям. И я думаю, мероприятие было довольно-таки очень положительное. Очень. Потому что никто не ждет так тебя, да? А ты начинаешь проявляться. Приходишь, там многие родители были в шоке. Допустим, перед Новым годом или сразу после Нового года приходишь, наводишь такое настроение. У некоторых даже и настроения, оказывается, нет новогоднего, такого праздничного. Я увидел воочию, что и у детей тоже настроения особо нет. Приходишь, даришь настроение, даришь подарки. И не только им хорошо, и тебе как хорошо становится. В своем соелычном хозяйстве Игорь Петрович планирует составить туристические ягодные маршруты под названием «Русское поле», развивать пчелиную тропу, где можно отведать амгинский мед. Несколько лет назад Игорь Петрович вместе с братом уже пробовали себя в пчеловодстве. Как показала очень сложная зимовка, для пчел очень сложно, потому что нашу зиму им сложно, там условия нужно вообще супер создать. Но, тем не менее, летом приобрету 5 пчелосемей, планирую этим летом. Установлю вон там на Саилыке у себя, и свой мед будет для себя. А так на реализацию нет. Он дорогой, во-первых, да, потому что себестоимость его высокая. Сложно. Им тоже нужно уделять время. Когда все лето в заботах, в сенокосе, в дойке коров, там не до этого. А так, у кого есть время, тот может заняться, у кого есть желание. Интересный такой продукт натуральный свой. Шикарный продукт. Наш амгинский мед, он вообще, его протестировали в лаборатории, посмотрели, что это один из лучших мед по всему миру, можно так сказать, да, по своим свойствам, потому что у нас растения цветут коротко и ярко, нектар очень насыщенный, так можно сказать, жирный, пчелы работают интенсивно, поэтому здесь все самое лучшее, по-моему. Это тоже отдельная история для разговора. Да. Если заниматься, то там нужно заниматься конкретно, влаживать деньги, влаживаться на обучение. Также в будущем Петровы хотят заняться агротуризмом, где туристы могут приобщиться к сельскому хозяйству и попробовать себя в роли фермера.